Сегодня в зале Чувашского государственного библиотечного музея мы открываем выставку, посвященную 50-летнему юбилею замечательного художника, прекрасного человека Юрия Николаевича Романова. В апреле месяце этого года ему исполнилось много это имя. Знаете, очередной экспозиции на работе Николаевича я поймал себе на очень что мы очень плохо устроены, мы не умеем говорить добрые слова при жизни. Те слова, которые сегодня будут сказаны здесь, в этом зале, наверное, они должны были быть сказаны при жизни мастера. Я помню годы, когда мы жили на одном этаже в 5-м общежитии пединститута, молодые педагоги. Юрий Николаевич Романов со своей семьей, я со своей супругой. И мы часто общались, и мне запомнилось то, как Юрий Николаевич любил свои работы. С каким трепетом он относился к своим будущим произведениям, начиная с подрамника, завершая последний проклятие холста. Он всегда грунтовал свои холсты сам. Никому не было позволено это делать. Он никогда не писал на готовых холстах. Всегда он это делал сам. Это говорит о его трепетном отношении к своим произведениям. И вообще, Юрий Николаевич был человеком очень легко ранимым, чувственным. И, наверное, ему было сложно в этой жизни, потому что не все были готовы принять его таким, какой он есть на самом деле. Несмотря на всю сложность своей жизни, а действительно ему было сложно, потому что ведь все художники мечтают быть понятыми и принятыми. Понимание найти в своих друзьях, в собратьях по цеху иногда не всем удается. Наверное, Юрий Николаевич в этом плане был немножечко, он испытывал, наверное, какие-то определенные моменты дискомфорта. Но вот сейчас, когда мы смотрим на его произведения, мы понимаем, насколько он был светлый, талантливый и добрый человек. И эта выставка свидетельством тому является. Я думаю, что там с небес он сейчас смотрит на вот это действие, на то, что сейчас здесь происходит. Я его видел несколько раз в своих снах. Он приходил ко мне. И вы знаете, он там занимается своим любимым делом. Он там пишет. Он занимается искусством. Нам неведомо людям знать всего этого, но вот в моих снах он занимается своим любимым делом. Знаете, сегодня, наверное, будет очень много желающих сказать добрые слова, свои воспоминания. Здесь я вижу, есть учителя, наставники его, однокурсники, друзья. Но сейчас, прежде всего, я хочу слово предоставить председателю правления Союза художников Чувашии, народному художнику России Федору Юрию Федоровичу. Пожалуйста. Сейчас проходит выставка. Она очень прекрасно развернута северной стороне Чувашского государственного художественного музея, посвященная памяти Юрия Николаевича. Все вы, наверное, успели ознакомиться, даже все, видимо, почувствовали внутреннее. Мы пришли сегодня действительно по зову, по чувству,
на этот вечер памяти. Он позвал нас сюда. Что бы хотелось сказать, как коллега, как старший друг об этой выставке. Он прекрасно назвал девизом своей выставки «Думай о вечном». Это о многом говорит. Работает художник, лицом лицу с природой, окружением, вынашивает свои мысли, он вкладывает туда свои чувства, видение мира. Поэтому он очень правильно рассказал. Я бы вот вспоминаю, как назвал свою выставку девизом «Тихая моя родина» Валентин Михайлович Сидоров. Я бы тоже соотносил в эту выставку вот эту градацию оценки. Тихая моя родина тоже отражается сполна в сегодняшнем дне. Есть много, мимо которых никто не может прийти спокойно. Потому что мы живем в этом прекрасном мире, а его художник будет особенным. Она действительно остается для нас. Поэтому, соприкасаясь вновь этими мотивами на холсте, сделанных художником, это действительно есть такие работы на этой выставке, которые действительно заслуживают особого внимания. «Деревенька моя» называется. Вот многие прошли через деревню. Каждый свою знает прекрасно. Как свою память несет. Эту память, это видение мира до конца. Юра это передавал очень деликатно, очень красиво, высокохудожественно, талантливо. Она поступила трогать не только вот нас, профессионалов, старшего поколения друзей, коллег. Она тоже взрослого поколения друзей, которые еще учатся. И тем, которые вступают в мир, вступают в мир искусства, тоже волнует, тоже трогает. Вот поэтому я считаю, вот такое общение на память художника, она очень дорого стоит, действительно оставляет яркость истории становления нашей культуры, нашего отношения к культуре и к миру. Поэтому работа, представленная там, экспозиции, они говорят о том, что художник обладал особым чувством своим пониманием той ценности, которую действительно представляет. Это, кто-то посмотрите, работа висит, называется «Развернутая панорамная». Это Матмос или село Акулево. И той и другой работы есть наше, родное. То, что мы будем видеть часто, мы проходя, может быть, не можем фиксировать, понять. Но сумел передавать полноту красоты окружающего мира. Юра был художник одаренный, додал свое видение, свой почерк, сумел как-то выработать свой стиль видения мира. Это ему удалось. Она есть работа, я хотел бы еще раз одна из последних, на натюрморт, на столе лежит открытое окно. Сверху оформляет как-то самая панорама вот этого прекрасного мотива сирени. Весна, чувство торжества, природы. Он этим всегда, конечно, отличался, когда он работал над этими вещами. О художнике, конечно, буду сегодня много говорить, коллеги. Очень приятно было с вами
вспоминать о том, и я хочу сказать, что все это происходит действительно очень кажется глубокой симпатии к Юрию Николаевичу. Спасибо. Мы знаем, что Юрий Николаевич учился в художественном училище и потом после армии поступил на художественно-графический факультет. Его на фотографии, его наставником, наверное, так сказать, был Юрий Васильевич Викторов. Я сейчас хочу представить слово заслуженному руководителю Российской Федерации профессору Васильевичу. Всем присутствующим, всем ценителям искусства, понимающим, сострадающим, сопереживающим вместе со мной. Вот сижу в залах и в центральном зале по музею, думаю, Чувашский государственный художественный музей на данном этапе своей просветительской деятельности напоминает филиал художественно-графического факультета. Обратите внимание, здесь развернута выставка Юрия Геннадьевича Геннадьева. На этом фоне представлены произведения Юрия Николаевича Романова, кто висят в центре. Эти работы из фондов Чувашского государственного художественного музея. Дарья Федорович очень правильно отметил, это был талантливый художник. Конечно, он в полной мере не сумел раскрыть свой талант, но то, что сумел создать, то, что сохранилось в его творческом наследии, это потрясает. Да, действительно, это художник, не просто живописец, это художник-поэт, художник-музыкант, и многие-многие другие виды искусства были ему подвластны. Он писал стихи, он любил очень музыку, он прекрасным собеседником был, и каждый, кто его сейчас вспоминает, только добром о нем говорит. Вот я держу в руках небольшой, как это назвать? Буклет, вот созданный как открытии выставки. Кстати, это благодаря сестре Наталье Николаевне и благодаря супруге Светлане, и, конечно же, благодаря работникам художественного музея. И мне хотелось бы, чтобы голову не ломать и не прочитать небольшой отрезок или фрагмент из своей публикации о творчестве Юрия Николаевича Романова. В каждом произведении Юрия Романова ощущается радость автора-первооткрывателя. Художник умеет подчеркнуть неповторимость и уникальность обыденного, на первый взгляд, пейзажного мотива или незатейливого натюрморта изысканными композиционными приемами и артистичной манерой исполнения. Своим искусством он убеждает, что изобразительно-выразительные возможности реалистической живописи неисчерпаемы, они действительно безграничны. Конечно же, воспринимая эту выставку, в полной мере представляющую творческое наследие Юрия Николаевича Романова, молодые художники, начинающие, обучающиеся, многому могут научиться. Это как азбука. Азбука
вхождение в мир живописи, в мир изобразительного искусства. Эту выставку обязательно должны посетить все ученики детских художественных школ, художественного училища, художественно-графического факультета, ну и все любители искусства. Действительно, сегодня, я думаю, будут очень много желающих выступить. Здесь много, я вижу, своих учеников, которые вместе с Игорем Николаевичем обучались. Наследие некоторых авторов сразу переходит в художественный музей. Есть авторы, чьи произведения уже при создании расходятся по частным коллекциям. То есть творчество некоторых художников живописцев, оно очень востребовано. Вот я хочу сказать, что творчество Юрия Николаевича Романова, оно было востребовано. И потому многие произведения театральной выставки мы собирали из частных коллекций. Вот последнее произведение буквально в день открытия выставки приехал из Москвы. Сейчас его представляем. И вот разные очень люди покупали работы Юрия Николаевича. Я помню натюрморты с ромашкой. Букеты с ромашкой – это фантастика, какой сложный красоты. Какие они были красивые, воздушные. Описал он, вы знаете, вот есть такое слово. Я наблюдал, как это все происходило. И мне казалось, что это обязательно так просто, а невозможно. Так вот, я сейчас хочу предоставить слово человеку, в чьей коллекции находится два произведения Юрия Николаевича Романова. А слово директору музейного комплекса города Новочебоксарска Александру Владимировичу Гимову. Здравствуйте, братья и сестры. В филиале Питерского университета, который у нас в Чебоксарах есть, открыта выставка работ моих друзей, моих педагогов. И там две работы Юры. Я об этом только сейчас вспомнил. Ну, при желании, кто попадет в этот филиал университета, увидит там работы Льва Федоровича, Миши Григоряна и других. Вот. Что хочется еще сказать. Ну, свое уважение к художнику можно выражать по-разному, можно много говорить о его достоинствах. То, что он художник от Бога, это уже все поняли. Но иногда вот задаешься вопросом, смотришь на выставке, какая-то абстракция абракадабра нарисована, если это можно так назвать. И задаешь себе вопрос, зачем и как это сделано. Тот же вопрос задаешь перед работами Юрия Николаевича, только одним вопросом, как это сделано, вроде все предельно просто, но с моей точки зрения это другому художнику так взять невозможно. То есть это тоже такое. Ну и хочется поздравить всех наследников Юрия Николаевича и его супругу с такой великолепной выставкой. И если такая возможность будет, я слезно прошу хотя бы часть этой выставки в нашем Новочебоксарском музейном комплексе. Она, знаете, чем ценна еще вот, именно для Новочебоксарска, так как у нас самый посещаемый музей в Поволжье, детские сады и школы все проходят. И столько людей увидит и насладится этим искусством. Если есть возможность не отказать, вы нам не откажете. Спасибо. Знаете, Юрий Николаевич работал на кафедре живописи. Возглавляет эту кафедру заслуженный Чувашия Егоров Николай Николаевич. Я не хочу сейчас предоставить слово, пожалуйста, твоему дочери. Дорогие друзья, родственники Юрия Николаевича, ценители его творчества. Вот, честно говоря, мне сегодня очень тяжело, знаете, вот так вот. Раз за разом ушли два таких таланта, то есть, наиболее талантливые преподаватели с кафедры живописи. Это Владимир Николаевич Серов, очень талантливый был, да, и Юрий Николаевич. Сегодня мы пришли к нему в гости. Вот сейчас прошелся по этим выставочным залам, по его картинам, знаете, вот со всех картин он смотрит, он видит
его такой возможность и умение вписать себя в свои картины. Картины действительно очень легкие, очень такие воздушные. Они действительно, вот Юрий Васильевич сказал, артистизм, да, действительно виртуозно владение кистью, они очень сделаны непринужденно. Конечно, сейчас вот вы, наверное, рядом с нами где-то сидите. Действительно, вот когда на кафедру зайдешь, каждый день вот, не хватает. Люди такие, они когда от нас уходят, они просто так не уходят. Они в душе у всех, наверное, у кого работа есть. Ну, у меня тоже были работы, я их, в общем-то, пытаюсь, конечно, родственникам отдать. Ну так вот получается. Что еще могу сказать? Я, в общем-то, восхищаюсь титаническим трудом, который вложили вот Светлана, супруга и сестра Наталья. Это так вот, чтобы просто собрать такую картину из частных коллекций, да, это очень сложно. Это сложно вдвойне, вот действительно, когда этот самый из Москвы работу привезли, прямо сегодня, вот, день открытия, это тоже очень знаменательно. Юрий Николаевич очень любил, но я вот как заведующий кафедры, мы приходили, он очень востребованный был. Давайте картину Юрия Николаевича, найдите его. Его очень любил тоже недавно ушедший от нас, это математический светил Ильев, Данилович, да, вот он очень любил, всегда вот, просил у него картину. Знаю, что, наверное, у любого преподавателя, педагога, педуниверситета есть его работа, я так думаю, потому что всегда, в общем-то, он был востребован. Конечно, талант был. Я хочу еще раз поблагодарить музею за вот представленную возможность, потому что, в общем-то, первоначально было этот самый, так сказать, задумано, в общем-то, на факультете провести эту выставку, памяти. Ну вот, видимо, то есть, как сказать, сочли нужным организаторы, это настолько значимый этот художник, что вот такой прекрасный зал присылал. Спасибо. Спасибо. Знаете, кафедра живописи, где я работал, и Юрий Николаевич работал, она действительно кафедра многонациональная и очень многоликая была, и в том богатство кафедры было. Вот я хочу сейчас предоставить слово заслуженному художнику России, народному художнику Чувашии, Григоряну Мише Гришевичу. Слово, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сразу хочу сказать огромное спасибо родителям Юрию Николаевичу, что порадовались. Огромное спасибо семье, что Изабелле организовала прекрасное выступление. Чтобы еще раз пришли и общались. Очень хорошо наши. Юра, это очень близкий товарищ. Пленеры живописи у нас в факультете мы начали вместе. По указанию Ильи Федоровича. Середина 90-х годов. Когда мы начали. В районе студенты вместе писали. Вот я сейчас прошу, смотрю, 50% работы вместе писали. Силоводы, Казахстан. Ударами гора, все вот что видели, вот стою вокруг Юры рядом стою. Понимаете? Вот сегодня, конечно, художник подобный. Он всем нравится, и мне тоже нравится. Я сегодня очень учиться. Но мне сегодня, знаете, что хочется сказать? Знаете, не знаю, Юры, да? Мне хочется, вот и поддерживать, давайте следующий вопрос. Давайте говорить. Это очень важно. А Юра, ты, конечно, Это состоялось во время сестры.
рада, что вы пришли сюда. У Юры еще при жизни всегда были аншлаги на любовь. И сейчас тоже полный зал говорит о том же, что Юра любим, что он не забыт, что его помнят. И приходят сюда с удовольствием. Приводят своих детей, вот я вижу много знакомых, которые пришли со своими детьми. Пришли товарищи, однокурсники, которые оказали такую огромную помощь. Все те, кто откликнулся и, несмотря на занятость, привезли работы, сюда привозили, на программу привозили. Низкий вам поклон всем. Такое большое спасибо. В такие короткие сроки мы смогли сделать такой великолепный выставку. Хочется от земли до земли поклониться родителям, что они приехали. Позвольте представить слово супруги Светланы. Нет, перед тем, как я скажу несколько слов, предоставить слово, или даже не слово, а сцену моим друзьям, моим подругам, моим коллегам-музыкантам. Партию скрипки сейчас исполнит только Хананец, фортепиано Светлана Степанова, они исполнят шнитки Сакари.
хотела, чтобы сегодняшний наш вечер был не просто вечером памяти художника. Я его хочу представить в виде вечера встречи. Во-первых, мне очень приятно здесь встретить было старых друзей, подруг. Я благодарю всех, кто пришел сегодня из его бывших поклонников. Сегодня я вижу много новых поклонников, значит, встречи с новыми любителями искусства вообще, и в частности искусства Юрия Николаевича. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно откликнулся на нашу просьбу, всех тех, кто помог нам составить экспозицию вот этой вот выставки. Со многими картинами я сегодня встретилась впервые через много лет, и это опять же говорит о вечере встречи. Встреча с людьми, встреча с картинами, встреча с творчеством. Вчера я прошлась по залам, выставка еще только оформлялась. Вы, наверное, помните, вчера был очень слякотный, серый, тяжелый практически день. А выйдя из музея, у меня было ощущение, что я побывала в светлой комнате, как будто здесь было солнышко. Может быть, это от того, что там было много подсолнухов, солнечных цветов. Юра их очень любил писать. Я уж не говорю о его любимых ромашках, сегодня о них говорили. Сколько ромашек разлетелось по всему свету, наверное, даже не сосчитать. Говорят, на одной из выставок ромашки были подарены Мирей Матье. И она сказала, что в этих ромашках вся душа России. И это правда. Юра очень любил родную природу Чувашии, природу России. Не очень много ему удалось побывать в разных местах, но тем не менее он всегда был с этюдником, всегда были с ним краски, и вообще он даже не представлял, что можно куда-то поехать и при этом ничего не делать, просто отдыхать. Для него отдых, работа, все было вместе. И, в общем-то, здорово, что такое огромное количество, то есть это еще малая часть того, что Юрий Николаевич создал. Еще разочек благодарю музей за предоставленную возможность. Благодарю всех коллег, которые сегодня пришли, которые выступили, сказали добрые слова о моем муже. Благодарю подруг, товарищей, однокурсников, одноклассников. Я искреннюю благодарность хочу выразить кафедре дизайна, которая помогла создать буклет, людям, которые помогли создать афиши. Я искренне благодарна Наталье Николаевне. Во многом эта выставка создана благодаря ей. А еще я хочу поблагодарить своего мужа за то, что он был, за то, что он остался в своих работах, что он всегда с нами. В общем-то, пока мы его видим, пока мы видим его картины, мы помним о нем, видим его, и он всегда с нами. Разрешите мне, пользуясь случаем, проанонсировать еще одну работу. Эта работа представляет из себя электронную энциклопедию. Ее в свое время начала делать дочка, наша дочь Ксения. Будучи школьницей, она готовилась к научно-практической конференции и сделала проект о творчестве своего папы. В этой работе принимал участие сам Юрий Николаевич. Вот здесь вы видите, так сказать, демо-версию. Оттуда взяты некоторые отрывки из этой энциклопедии. Помимо обзора картин, здесь можно увидеть мастер-класс, который писал Юрий Николаевич и его, так сказать, озвучивал. Здесь можно встретиться с видеоматериалом. Это отрывок из репортажа, который вел местное телевидение. Здесь интервью, которое Юрий Николаевич дал своей дочери. В общем, мы пока сделали, так сказать, пробный экземпляр. Если он будет востребован, то мы, в общем-то, его можем, так сказать, размножить. Если будет желающий его приобрести, то я думаю, что это можно будет сделать. А первый, так сказать, экземпляр я хочу предложить Геннадию Васильевичу, музею.
Смотрите, и если у кого-то есть желание, сегодня вот несколько экземпляров я могу уже, так сказать, предоставить для желающих и поклонников Юрия Николаевича. Но еще разочек вам желаю встречи, именно встречи с прекрасным, встречи с картинами Юрия Николаевича. Добрый вечер, уважаемые. Большая признательность родителям Юрия Николаевича, маме и папе за то, что действительно такой великий художник у нас в Чувашии. Большая признательность сестре Наталье Николаевне и Светлане. Дорогие гости, честь памяти нашего дорогого, можно сказать, большого великого художника Чувашии. И хочу выразить большую благодарность сестре, которая организовала такому чудному, светлому, солнечному человеку. Видите, даже в мелочах прекрасно и тоже с этюдником романтической женщины. Память. Знаете, сегодняшнее противостояние было бы неплохо, если мы сейчас не предоставим слово руководителю в начале фольклорного коллектива «Юрай» Зинаиде Алексеевне Козловой. В начале слова, а потом, наверное, выступление Зинаиды Алексеевны. Пожалуйста, вам слово. Что я могу сказать? Я, конечно, Юрия Романова так визуально хорошо знала. И у них, когда особенно родники России, они выходили на берег Волги свои бижутерные дела продавать и показывать. Вот я у них часто покупала вот это из бисера, великолепные вещи, ношейные украшения или еще что-нибудь. Но дело в том, что я еще очень близко знакома с его сестрой, с Натальей Николаевной. Она учила, Наталья Николаевна, с какого класса не знаю, в первой гимназии моего сына. Потом еще сын поступил под фотограф, там он учился. И вот так у нас дружба идет до сих пор с художественно-графическим факультетом, теперь уж вместе мы. И вот я хочу предоставить это моему фольклорному ансамблю «Юрай Тедеге» русскую народную песню, старинную сибирскую, что горит, горит в обработке Валентина Левашова. Ну, естественно, наши чувашские народные песни и пляски. Пожалуйста. Да что сыр
самбалли, жюри сараса, крылья чуть-чуть сава и пшир самбалли. Ваджире умиче, а замла самасет шир. Телей кюбели кажу шир. Терпели не различай. Сейчас кажу, что там понимаю. Может, микрофон? Курныш самохран вышла, да. Кайран, поддержня щигада, поддерж пурнышын булма. Булма булайме пурнышыра, кумне далуру. Природа дружичек. Булма далуру, природа. Она да себе подчаруза, да панна улахра. Ихшан земли юрадова, и лев самахбала явада. Курада чилигатуяда, азархан зайде бана. И лев хевер анне жуни чижек хурада. Сума сузана хурада в сан ужаву дуанне. Чижек был пурнаш дуи, чижек был сарнаш, был камы. Акшит пришаман заман кыр. И в сыбышек инсан валли. Манаран лазана яла. Кузамасем плащ туст. Илемени водар густо. Из шамана пенимана эпси. Каждый человек инсан валли. Зачем тебе стихи мои паровозе? Про душу, пожелтевшую мою. Известные поэты не очень. Они уж пели еще свою. Зачем тебе про золото деревьев, которые валяются в ногах? Про птичий гом над моей деревней. И про поля соломенных стогах. Про небо и земли соединений, печутся измученных планет. Про серые сырой день и уметающий бред. Зачем тебе стихи мои такие, лишь про тоску глядящего зарю? Когда-нибудь я запишу такие, и так уж быть тебе же подарю. Да над полем, да над лесом светит лунная луна, всем чертям на злой и бесом радостью душа полна. Да пойду, да по сне, челком скрипный скрип, освещает мне дорогу серебристый свет любви. Я с гостей довольный, в удовольствии своем. Нету ветра ночью в поле, и поется ни о чем. Будет лето, будут люди, солнцеликие, и плоды будут, и борды, а со мною будешь ты. Уважаемые друзья, товарищи, родственники Юры, я хочу все-таки, извините, в двух словах сказать на родном чувашском языке. Все-таки мы сегодня, как Светлана Ивановна сказала, встречу проводим, посвященную великому художнику, талантливому художнику, сыну великого чувашского народа. Юре, все это посвящено именно Юре. Чын молодым кажется, жақында азайлес келеді, кадартас келеді халыға. Демокне, апышне бұрдымыр, аршыды алдан кел, так ларашынсы. Дұрырға. Николай Федорович. Товарищ, шаг изеплешінці, бұна жақ шындаларат. Мы жили шаг изеплешінці, ялды изеплешінці. Николай Федорович, ну мой еще учитель дештеги, был пединститут подерный, перед чувашным человек пединститут, биолог. А мы же, Юрий Николаевич, эмеремех, халыгын сыйлыхне сыхлас едеме иштеге, эмереме иштейінче, кайрылын атыван gəlімчеде, нумай күтше, ишетенчеш, баян бұнды, ял кызык бар, хетне юр кезегейен, евр болсан,
чирлезе, юрек, дотягальдезе, чупсабрач. А дотягалем, хайчуге урабар, он бехчукне, вынчи чирегербек, ял вишнеде, ял хердинеде, ял варнеде, таштада кайза тагамада плашмахадер. Шинба еще тулзасында, был вылечерникеде, чавбекех, поста, пулдарулна, циват побулдарать. Меняган шапшадатеш. Кунбек ыры ергенді шимсен, ачисен ябық кулмабылдырай бөш. Юрана, Юрий Николаевич, дейін ұрынчықта была чапчабылны, Епшамбана Калайбас, Юрий Николаевич Тазенех, ван Егудра, он ушел старах, вот бунда хардачукне, Салдага Гаиче, училище раврайчукне, Балашначе, Ебир Парьялзе Мар, Ман Мажарба, Наталья Николаевна, прогласа, пропившая, Кузарбаза глаза не даже умным. Вот чапнурдама, не подвинчика. Юруба Балашсаса, Телинзе Гаймалне, Шин, Проребышкевича, Шау Дери, Чудо Житера Маркаларфар, Шау Дери, Хайня Тыкма Вленичи, Шау Дери, Ошпильничи, Шау Дери, Хизеплезе, Тагам Бадакалашма Вленичи. И Халичен Булза, вот Сиснер Марде, он учил Сицегаля. Юра Шинчен, Ялда, Ябах Каланинельме. Юра Шинчен, Ябах Каланинельме. Был фотоигер Миродача. Он да Ялда, Хана Барделеде был, Утшинна Калашна. Ишки Беде Шинчен, Ябах Калашнельме. И в Калун Булдару Гишне Калашна. Хой, Шинни Марде был. Хойменде болды, шаутбеки, он ишеземде шаутбек. Он ишезем шуды, сарлизем шуды, картинизем хитре. Кунда ман коллекционер, он на прокартине Барделенче, золотой сентябрь, я так скажу, эти картины. Тем не менее, безем Севера Гайзан, Светлана Ивановна Шаганбек, за картины, либо на Туяновиче, видела их картины. Вот каждый человек там был, конечно, как приходит, когда тюрьме было за виде крыла еще нужно. Мам, паял, я вот 70 я чебегала скелет, давно больше, она время тещенцене, она устающая шайне шкерне, время генцене, учительнице, ну и шабах до тех я была гала скелет, мам. И в те творчество шли, Чувашской республики писатель, председатель, заместитель. Шаванба пан школу учебник, защите учебника. Шаванба творчество учебницы не кыштах чуклан коллективный. Тудашся чережине Аллаху заглазан и бир темырчыкне парнемри пурна чыкне. Тудашка алран алдысайштай чыкне шавнерей хизеплезе е аннанзам дремен не будет. Вот теперь что что-то Юра не грамотно дальше не текст ушаинчи. Шулери хизельшаинчи. Заслуженные художники индичи. Шаванка штаку на мне кущачи. Конечно, считать, вырвано, хебрать, я творчество язык. Почему не забыл? Переучать вообще куда-то. Время тебе, значит, вообще к самому этому. Именно, ну, мои провокации забахрым. Чеваш легенды себе, чеваш истории картина записана. Когда батне дешевле, чешмашка красивая, чешавда, хорактиман дорачи, шавда говорит, майда еврейки килепр, машину валится килепса, на югерепр, картали дапр, лепти зрешек саду туапр, килемет кардедесы. Ну, эльгерейбер. Теперь мы с этим чего бурча. Она в Лубергену майгалаче, Иркутского аспирантура Грандибе, где были Ускавага и Малажа аспирантура, Швашкада Хренбележи, я пробовал на аспирантуру на крыше школы чего-то. Еще чекалан, и голова не примес. Я говорю, меньше да. Он мастерской, энтузиастов Уравичи мастерской Молдавии. Он переменил на Жагаче. И в Бурдаган хватит. Теперь мастерской. И учительница республика в Ренде институт Чечтен Май, проспект Горький, проспект Че, Шуломай, ну Май Гагелеза. Николай Васильевич Патяня, ученик в Патяне, Шаубек, ну Май Галашалар Дезамбуна. Шаубек Башалар, Чанахта, Ирышинчи, Комолбашинчи,
Езрик Аланбек, Наташа Зерегала, Загдар Тендарбайна, Наталья Николаевна, Балдагана, Епти, Талисан Курчевняк, Варатин Дюра Лагатели, Артина Чеховаратели, Артина Юридете. Валегала Маншушка, Уна, Ира, Комаля, Ира Имечесем, Тулман Имечесем, Шаканда Перебеберлекполь, Волгуртара Имандыне, Волгуртышна Имандыне, Тулдаш Землашнича, Хере, Ивализин Подредавренять, Ев коллег преподаватель Самодел буду соглашен, Юран Ивалне, Езир Дарышсан, Турабан Бурдрахполе, День Юра Шайе, Щите, Ирцеде Гайзан, Тада Вайнрах Ивалне, Турбалышта, Шапловна. Давай. Церемонию открытия выставки позвольте считать завершенной, и всех, наверное, Наталья Николаевна приглашает для дальнейшего общения. Честное слово, Наталья Николаевна. Большое, громадно всем спасибо. Я вот когда выступала, забыла сказать большое спасибо своей кафедре. Кафедра дизайна Светлана нам сказала за помощь, за оказанную всяческую помощь. И также большое громадное спасибо однокурсникам, друзьям, товарищам, которые и стол собрали сегодня для нас, для всех. И я вас всех приглашаю после просмотра уже пройти и добрый день. Приглашайте.